Таму працягнем абмяркоўваць з кандыдаткай гістарычных навук спадарыняй Розай Турарбекавай, якая ўжо цяпер з намі на відэасувязі. Вітаю, спадарыня Роза. Добрый вечер. Тое, што адбылося ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, што гэта азначае для Расеі? Чаму верныя хаўруснікі аказались не такія верныя? Ну, во-первых, в международных отношениях и во внешней политике, если, конечно, это не закреплено с точки зрения, да, союзнических отношений, насчет верности говорить очень сложно. Другой вопрос заключается в том, что подвигло Китай, например, и даже Казахстан проголосовать за эту резолюцию. Я это лично связываю с заявлением России о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом, Россия показывает себя как не, не очень, скажем так, последовательный партнер в отношении Китая. Если вы помните, во время визита Си Цзиньпиня была принята совместная декларация, где в том числе упоминалось о том, что стороны придерживаются принципа нераспространения ядерного оружия. И заявление, которое сделал Путин буквально через несколько дней после подписания этого заявления, свидетельствует о том, что Россия не является последовательной в своих действиях даже в отношении тех партнеров, на которых, в общем и целом, они рассчитывали. Но вообще в целом, да, все, что связано с ядерным оружием и с его распространением, является вопросом международной безопасности и является вот таким как бы предметом, или, вернее, скажем, даже не предметом, а критерием, по которому вы можете распознать, так скажем, ответственных международных игроков и безответственных. Условно, да, безответственных. И в этой связи Китай всегда подчеркивал, что он является, да, Китай является ответственным международным игроком, а это означает, что в первую очередь Китай выступает за сохранение вот этой вот глобальной международной безопасности. Имеется в виду вопрос о обладании и распространении ядерного оружия. И здесь Россия, конечно, нарушила это табу, и в этой связи происходит вот такая смена позиции у Китая. Что касается Казахстана, это как бы отдельный вопрос тоже. Во-первых, Казахстан так или иначе, да, склоняется в большей степени в своих голосованиях, да, по вот этим резолюциям, больше придерживаются такой же позиции, как и Китай. Но у Казахстана есть, так скажем, свои соображения по этому поводу, так как правительство Казахстана изначально с самого начала создания, да, Республики Казахстан, независимого Казахстана, придерживалась и выдвигала множество антиядерных инициатив. И это является, так скажем, ну, одной частью вот важного вот этого статуса или позиционирования Казахстана на международной арене. Поэтому в этой связи как бы и наблюдаются такие изменения в отношении Спадарыня Роза, России. ці гэта азначае, што гэтыя змены ўжо сталыя і тое, што вы кажаце, што гэта Расія безадказны гулец у геапалітыцы, гэта азначае, што кропка пастаўленая. Ці ўсё ж такі гэтыя краіны будуць далей глядзець, аналізаваць і ў будучым гэта можа змяніцца? Да, они скорее будут и смотреть и анализировать, и это не окончательная позиция. Это связано с тем, что ни Китай, ни Казахстан пока все еще не придерживаются четкой, да, антироссийской позиции. Они в этой истории, как они говорят, да, или в этом конфликте, как подчеркивает Китай, старались не придерживаться, да, той или иной позиции или той или иной стороны, пытаясь каким-то образом обосновать свою нейтральность. Но, видите, поведение России настолько безответственное и непоследовательное, что волей-неволей заставляет своих партнеров, да, в том числе таких, как Китай и Казахстан, двигаться в прямо противоположном направлении. То есть в этой связи наблюдается такая тенденция, или я бы сказала, дрейф, да, Китая и Казахстана от России скорее.
нежели чем прямо к Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, вот в частности, вот по этим вопросам. Кожны, безумоўна, тут гуляе пэўную сваю гульню, а таксама пэўна важнейшым момантам застаецца контрнаступ Украіны. Як вы мяркуеце, якую ролю ён тут гуляе? Ну, во-первых, давайте посмотрим, когда он начнется и каковы будут результаты. Но очевидно, что стороны сейчас находятся в таком состоянии напряжения и ожидания, имеется в виду Россия. Вот, и в таком же состоянии напряжения и ожиданий находятся страны, которые, скажем так, болеют за Украину. Вот, поэтому в этой связи, мне кажется, и происходит вот это повышение ставок. И я с этим связываю как раз и заявление Путина по поводу размещения тактического ядерного оружия. Попытка либо каким-то образом ослабить, либо каким-то образом предупредить о том, что это контрнаступление не должно носить такого прямо мощного, масштабного, да, характера, который, видимо, ожидается. Я так понимаю. Я не военный эксперт, но, по всей вероятности, ожидания именно такие. Особенно это видно по подготовительным работам, по вот, выстраиванию этих линий обороны в Крыму. Вот. И в этой связи, конечно, напряжение растет. Посмотрим, что будет дальше. И вот в этих условиях голосование в ООН показывает, что мир все больше склоняется не в сторону России, да. Хотя на какой-то момент казалось, что все устали там от войны, особенно что касается развивающихся стран, стран, не имеющих отношения к этому, прямого интереса не имеющих к этому, к этой войне, как они думают, да, например, такие как Индия, о чем говорилось ранее, да, страны, например, Латинской Америки или Африки. Вот. Но так или иначе, логика развития событий такова, что в большей степени тот партнер или та сторона, которая доказывает свою безответственность и которая ставит на карту в том числе и вопросы глобальной безопасности, особенно в сфере ядерной безопасности, та сторона находится все в меньшей и в меньшей, вернее, находит все меньшую поддержку А ў и гэтым все больше находит другую, да, сторону, видит другую сторону международных отношений. Это еще не изоляция, но очень близко. А ў гэтым кантэксце, як вам падаецца, чаму, па сутнасці пра ядравую тэму, пра ядравую зброю ў Беларусі дастаткова спакойна рэагуюць сёння на захадзе? Няма нейкіх гучных заяваў, нейкіх дзеянняў. І што гэта за рэакцыя? Я думаю, они находятся в состоянии ожидания. Ну, есть Пакуль комментарии чаканне относительно... чаканне пакуль прывязуць зброю, тады будзе ўжо позна. Нет, я не думаю, что они бездействуют вообще. Другое дело, что это происходит, скорее всего, не публично и не открыто. Скорее всего, сейчас, как я и до этого утверждала, идет очень интенсивный закулисный или закрытый, по закрытым каналам разговор. Это еще не диалог. Я не думаю, что надо путать разговор с диалогом. Вот там идет обмен, скорее всего, мнениями, или, вернее, скажем, Европейский Союз и Соединенные Штаты дают четкий там сигнал относительно того, что ожидает Беларусь в случае, если. То же самое, я думаю, касается и России. К этому делу, наверное, скорее всего, подключали и Китай сам подключался. Вот. И судя по вот этому, по вот этой тишине в публичном пространстве, это как раз, наверное, я думаю, свидетельствует о том, что идет интенсивный разговор. Я думаю, что стороны знают, кто чем, как говорится, рискует и какова цена вопроса. Вот. Ну и в ожидании, может быть, решится этот вопрос каким-то образом иначе. Посмотрим, что будет, потому что сегодня пока еще начало мая месяца. Ну, тогда, когда привезут, конечно, ядерное оружие, это будет уже достаточно поздновато. Но, как показывает история, в общем и целом такие важные события, вот и кризисные буквально, да, события, они могут регулироваться в достаточно короткий срок. Самое главное – это политическая воля обеих сторон и тот диалог, который может начаться за кулисами. Но здесь очень много составляющих, которые должны учитываться при начале такого диалога, потому что он не является двусторонним.
І Он является датычыць многосторонним. датычыць вельмі шмат якіх краінаў. Дзякую вам за гэтую размову. Кандыдатка гістарычных навук спадарня Роза Турарбекова была з намі на відэасувязі.